утро! В эфире программа «Утро Якутии» на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия-24». Сегодня 17 сентября, и это пятничное утро. Вместе с вами встречаем мы Катерина Винокурова, Павел Танин. Да, хотелось бы сказать, дожили, дождались, наконец-то последний рабочий день, впереди долгожданные выходные, тем не менее пятницу пережить нам все равно нужно, и мы это обязательно сделаем с улыбкой на лице, потому что все, кто встречают утро в Якутии вместе с программой «Утро Якутии», только с улыбкой на лице день потом проводят. Да, сегодня в нашей программе мы вместе с бренд-шефом ресторана «Шпинат и мясо» приготовим вкусный и сочный омлет с креветками. Съездим в Хангаласский улус и узнаем, кто стал обладателем сертификата на строительство собственного жилья. Да, также посетим мультимедийный парк «Россия. Моя история», где проходит выставка, посвященная первому академику Якутской ССР Владимиру Ларионову. И также у нас сегодня в гостях герои, наверное, я вот по-другому их назвать не могу. Это Степанида Артахинова, а также Анастасия Диадорова, участницы Паралимпийских игр, которые прошли в Токио. Мы с ними обязательно поговорим, узнаем все подробности их участия. Ну а в конце нашей программы вас ждет наша традиционная рубрика «Музыка на крыше». Мария Милюкова, участница Дома музыкантов, подарит нам пятничное настроение. Ну и, конечно же, не забывайте, что работаем мы в прямом эфире. Вы к этому эфиру можете присоединиться, отправить свое сообщение на наш WhatsApp номер. Номер его очень простой: 8 914 2 73 44 88. Да, все ваши поздравления мы обязательно прочитаем. Информация о погоде. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 4,9 градусов тепла. В Заречной группе до 9,14. В южных 0 градусов, в Вилюйской группе 1,3. В Нижнеленских 2,8 градусов тепла, в западных 3,4. В Колымо-Идигирской группе от -1 до 3 градусов тепла, в Янских +1, +6, на северо-западе 1,2 градуса тепла. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 9 градусов, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем в Якутске дождь, обещают нам, ветер северо-восточный, а температура воздуха днем составит 9-11 градусов тепла. Ну а прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы, которые расскажут о последних новостях. Приветствую студию «Утро Якутии» с новостями Влад Давыдов. Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины «Спутник Ви», так как во время инспекции одной из фабрик, где производится вакцина, было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новой практике производства, заявили в ВОЗ. Сообщается, что процесс одобрения приостановлен до тех пор, пока производители российской вакцины не примут необходимые меры и не проведут новую проверку. С 2022 года сельскую надбавку к пенсии станут получать граждане даже после переезда в город. Кроме того, она будет положена тем, кто ранее утратил ее из-за перемещения в более крупный населенный пункт. Изменения вступают в силу с 1 января 2022 года. Известно также, что дополнительные 25% от фиксированной выплаты будут положены неработающим пенсионерам, которые 30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и проживают сейчас в сельской местности. В данный момент на эту надбавку имеют право только граждане, постоянно проживающие в селе. Российский Кабмин утвердил дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития IT-отрасли. План направлен на решение сразу нескольких главных задач. Это повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, также создание комфортных условий ведения отраслевого бизнеса. Кроме того, предполагается поддерживать финансированием создание отечественных цифровых платформ, подготовку соответствующих кадров для бюджетных организаций. Отмечается, что эта инициатива даст импульс для развития IT-индустрии в стране.
Министерство труда и социальной защиты России изменит правила назначения пособий для семей с детьми. Изменения затронут пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет и пособия одиноким родителям на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Оба пособия начисляются по принципу нуждаемости, то есть родителям с низким доходом. В ведомстве напомнили, что часто причиной отсутствия дохода является беременность. Теперь беременность будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка от момента постановки на учет до родов. Спасибо коллегам. Ну а утро у наших телезрителей, пожалуй, всегда начинается с чего? Я думаю, что не только у наших телезрителей, а вообще самое главное начинать вот с зарядки. Именно это дает нам бодрость на весь день и вот эту энергию побеждать свои какие-то испытания, преграды и так далее, идти вперед. Давайте вместе сделаем несколько упражнений. Доброе утро, друзья! Сегодня у нас парная тренировка, и мне поможет мой сын Оскар. Ну что, начинаем? Надеюсь, вы взбодрились. Желаю всем отличного дня. Что ж, мы продолжаем. Это «Утро Якутии». И, как мы в самом начале сказали, да, нас сегодня ждет встреча. Ну, я бы не хочется говорить так просто с гостями. Прям хочется с гостями с большой буквы, их назвать. Да, с олимпийскими чемпионками. У нас в гостях Анастасия Диадорова, серебряная призерка летних Паралимпийских игр в Пекине, участница Паралимпийских игр в Токио, и Степанида Артахинова, двукратная бронзовая призерка летних Паралимпийских игр в Лондоне и в Токио. Доброе утро. Доброе девушки. утро. Во-первых, поздравляем вас в любом случае. Я не знаю, для меня, человека, немного так соприкоснувшегося с спортом, когда-то даже просто участие на Паралимпиаде, это уже круто. Поэтому поздравляем вас в любом Спасибо. случае, да и с успешными выступлениями тем более. Мгм. Ну, с какими впечатлениями вы вернулись? Вы вчера вернулись буквально же, да? Как вас встретил народ и вообще в целом об Олимпиаде, да? Какой был настрой, какой накал? Пожалуйста, поделитесь. Нас встретили очень тепло. Я даже не ожидала, что будет очень много людей, которые приехали, встретились с нами. А вообще в Токио все на высоком организационном уровне прошло. Мгм. Волонтеры тоже очень прекрасно, хорошо работали. Мне понравилась вся организация. Ну вот вы обе, получается, и вот для вас вторые Паралимпийские игры. Ну, то есть вы участвовали в других Паралимпийских играх. Есть ли какая-то разница, ну, кроме того, что в другой стране проходят соревнования? В этот раз не было зрителей, в этом, конечно, колоссальная разница.
А так организация и в целом соревнования проходят по стандартному, как бы международному стандарту. Поэтому основная разница — это, естественно, зрители и та культура, которую привносят, ну, в этот раз привносили волонтеры. Они постоянно нам напоминали о том, что мы сейчас находимся в Японии. Вот, кстати, отсутствие зрителей насколько сказывается на выступлении? Может быть, наоборот, спокойнее выступается, спокойнее выполняешь там, свой норматив какой-то, или же наоборот? Мне, наоборот, не понравилось без зрителей. Не понравилось. Да, со зрителями намного азартнее это все происходит. Хочется эмоций, да? Мгм. А расскажите о своих спаррингах, да? Какие вот миксы в борьбе за медали происходили? В микс-борьбе мы стреляли с Шигаевым Баиром, он из Бурятии, а так он вообще родился в Якутии, жил в Мирно. Где-то до 15 лет, наверное, потом уже переехал в Улан-Удэ. Мы с ним уже давно стреляем, на чемпионатах мира и Европы тоже постоянно стреляли. И уже как бы готовились на сборах, да, что мы претендуем на микс-команду. И ну вот, отстреляли все гладко, так прошлись и завоевали бронзу. Ну, это напомню для тех, кто, может быть, не в курсе, вот с Баиром вы 3-е место, бронзу завоевали вместе, и 4-е место вы заняли, получается, в индивидуальном женском Да. зачете по стрельбе из лука. Вот. В целом, какие вообще эмоциональные, ну, эмоции именно от самого выступления? Ну, конечно, 4-е место это обидно. Самое такое обидное, да. Но в целом я стреляла, в принципе, нормально. Тоже прошла и средние, десятки, девятки. Мне не повезло. Итальянка оказалась сильнее меня. Ну, расстроились сильно? Ну, уже нет. Уже нет, все Да. хорошо. Ну, Анастасия, да, вы заняли 9-е место, да, в квалификации смешанные советы вольным стилем. Скажите про... У меня было Соревнования. несколько дистанций. 9-е место я заняла в личном первенстве, так сказать, на дистанции 100 метров на спине. И в эстафете мы были 6-е. И я еще плыла дистанцию 50 метров дельфином. Там я была 12-я. К сожалению, в этот раз мне, скажем так, не удалось даже в финал пробиться, потому что конкуренция очень сильная. И спорт такой, что постоянно приходят новые люди. И, конечно, один цикл — это еще нормально. Но когда мы пропустили, получается, 2 цикла, это, ну, как бы серьезное такое время для того, чтобы могла прийти свежая кровь. Вообще, Паралимпиада — это серьезное такое, серьезные испытания для каждого спортсмена. да? А что вообще само участие в Паралимпиаде вам дало? Очень много, ну, вот весь путь, вся подготовка непосредственно, я считаю, то, что, ну, как бы это достояние и достижение того, что как бы дает Паралимпиада. Это вот, во-первых, люди, во-вторых, наверное, тот характер, который вырабатывается непосредственно, когда ты готовишься к соревнованиям. Я с Настей полностью согласна. Солидарно, да? Но мы знаем, что во время соревнований в Токио было достаточно жарко, да? Как вот вы справлялись в таких условиях? Ну, конечно, было тяжело. Ну да, утром мы просыпались, уже было плюс 32. Еще надо было в масках ходить, да, самое сложное. Но мы проходили сборы во Владивостоке, там тоже было жарко, и скорее меня больше волновало ветер, чем жара. То есть не особо сказывается, да, вот это? Ну, конечно, нет. Многим было жарко, да, нам выдавали специально охлаждающие полотенца, которые мы вот так вот носили постоянно. Ну, Анастасии, возможно, в этом плане больше повезло, да? Да, у нас Благодаря закрытый бассейн, водным. и там везде были кондиционеры, вентиляторы, и поддерживали комфортную, вот именно для бассейна температуру. Какая примерно температура там поддерживается? Примерно где-то 22-23, и, ну, как бы это очень комфортно, потому что когда ты в воде находишься, тебе холодно, ну, выходить. И, ну, тем, кто на бортике, им, наверное, жарко, но очень хорошая вентиляция, поэтому как бы есть воздух и есть чем дышать. Ну, какие у вас предстоящие планы впереди? Не можем Отдыхать. спросить. Отдыхать, пока отдыхать. Но чуть-чуть, допустим, вперед мы еще заглянем. Вот вы отдохнете, да, может быть, уже какие-то есть цели новые, какая-то задача, которую хотите дойти, которой добиться хотите? Цикл только закончился, так что
Я пока еще отдыхаю, и больше никаких мыслей нету. Мгм. Девушки, ну что вам помогает все-таки настроиться, да, вот перед самым таким решительным моментом, да, когда вот вы с соперником и вот-вот, знаете, чувствуете, что победа, еще чуть-чуть и победа, да, вот что испытывает спортсмен? Вот в этот момент, такие перед прыжком в моменты, воду, да? перед тем, как отпустить стрелу. Ну, я максимум пытаюсь концентрироваться, да, ни о чем не думать, наоборот, вот, думать о своей технике, как я буду стрелять, если, допустим, будет там ветер, дождь, да, и куда выносить, ну, концентрация Мгм. на каждом выстреле. Мгм. А мне хочется показать все, что мы наработали с тренером. И есть такой азарт, что ну что, девчонки, кто сегодня будет первый? Что вам помогает идти вперед и не сдаваться? Поддержка родных и близких. Да, это очень важно. И, наверное, в этой же связи немножко сложно выступать, опять же, без зрителей на трибуне, потому что они тоже все-таки так или иначе поддерживают, Да. дают какой-то запал. Мгм. Ну, сейчас соцсети есть, и Мгм. у нас вот наши земляки нам постоянно писали, поддерживали. Это было очень приятно и придавало сил. Мгм. Да, спасибо большое. Что ж, Анастасия, Степанида, огромное вам спасибо, что проснулись этим утром и встретили, да? Мы во время вашего отдыха вас потревожили. Мы, опять же, поздравляем вас в любом случае с успешным выступлением на Паралимпийских играх. Желаем еще больше спортивных успехов. Да, И побед, мы очень гордимся, вся республика знает ваши имена, не только республика теперь, но и весь мир, да, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, девушки, отдыхайте и новых вам побед. Спасибо. Спасибо. Ну а прямо сейчас пришло время сделать то, что мы обычно делаем в пятницу. Это приготовить вкусный полезный завтрак. Сегодня у нас будет омлет с Омлет с креветками. креветками, да, такой необычный, который приготовит бренд-шеф ресторана «Шпинат и мясо» Андрей Мустяце. Всем доброго утра, меня зовут Андрей Мустяце, я бренд-шеф ресторана «Шпинат и мясо». И сегодня мы с вами приготовим такой вкусный и полезный завтрак, как омлет с креветками. Для этого нам понадобится 2 яйца, 50 мл сливок, креветки тигровые очищенные, сливочное масло, оливковое масло, шпинат, соль, перец, помидоры черри и сок лимона. Для начала разогреваем нашу сковороду, наливаем на нее немного оливкового масла. Также добавляем немного сливочного масла. В яйцо добавляем сливки, можно любой жирности, 22-33%. Добавляем соль, немного свежемолотого черного перца и перемешиваем до однородной консистенции. И мы выливаем полученную массу на сковороду. Пока жарится наш омлет, он будет жариться примерно 1,5-2 минуты. Мы подготовим салат. Для этого нам понадобится листья шпината и помидоры черри. Помидоры черри разрезаем на 2 части, добавляем к нашему шпинату. Заправляем солью, перцем. Брызгиваем лимоном и добавляем немного оливкового масла. И все это перемешиваем. Так, наш омлет с одной стороны поджарился. Сейчас время его переворачивать. И мы добавим немного шпината. Итак, наш омлет готов. Выкладываем его на тарелку. Так, осталось нам пожарить креветки. Добавляем немного оливкового масла, зубчик чеснока, давим ножом и отправляем в сковородку. И следом за ним отправляем наши креветочки.
Чеснок нам нужен для того, чтобы дать нашим креветкам вкус и аромат. Потом он нам не нужен будет. Солим. Перчим. Креветки обжариваем примерно в течение 1,5-2 минуты. Они очень быстро готовятся, поэтому слишком зажаривать их не стоит, иначе они будут жесткими и невкусными. Так, а сейчас уже можно выложить наш подготовленный салатик. Наши креветочки готовы. Плиту можно выключить. Выкладываем наши креветки на омлет. Итак, наш вкусный и полезный завтрак готов. Всем приятного аппетита и хорошего дня. Уверена, очень вкусный завтрак. Знаешь, я обожаю креветки, просто поэтому у меня Я, слюни так и потекли. я тоже обожаю вкусные, интересные завтраки, но, к сожалению, время, которое у меня остается с утра до того, как приехать сюда, он не обожает, чтобы я готовил это. Поэтому кушаем, что придется. Между тем, как мы говорили в самом начале, мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность всегда отправить свои поздравления, пожелания на наш WhatsApp номер 8 914 27. 3-4-4-8-8. И у нас есть одно поздравление, я с радостью зачитаю. Одноклассника Васильева Геннадия Семеновича поздравляем с днем рождения, желаем крепкого здоровья и счастья в семье. 11 А класс, выпуск 2004 года, Жиганск. Ну, мы также присоединяемся к поздравлениям. И думаю, что сегодня много у кого день рождения, потому что, как правило, в один день, если взять всю планету, очень много в один день людей может родиться. Кстати, сегодня 17 сентября и профессиональный праздник у секретарей, насколько я знаю, поэтому всех секретарей Якутии мы поздравляем с праздником. Да. Ну а какие еще события произошли в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. На календаре 17 сентября. Сегодня отмечают День сэндвича Монте-Кристо, День игры шаффлборд, День запеченного в тесте яблока, День турменеджера, Международный день безопасности пациента. События в этот день. В 1920 году при вузах России созданы рабочие факультеты, так называемые рабфаки. В Москве состоялся первый в России радиоконцерт. Начало вещание «Радио Москва». Постановлением Президиума ЦИК СССР по инициативе Максима Горького основан Литературный институт имени Горького. В 1941 году в СССР введено обязательное обучение военному делу всех граждан. Состоялся первый полет самолета НБ-36 с работающим ядерным реактором на борту. В 1991 году было прекращено дело против Александра Солженицына за отсутствием состава преступления, а сам писатель заявил о своем намерении вернуться в Россию. В этот день родились Сергей Боткин, русский врач-терапевт и общественный деятель. Константин Циолковский, советский ученый и изобретатель в области аэродинамики, основоположник космонавтики. Анатолий Воронов, советский эколог, геоботаник, биогеограф, профессор. Владимир Меньшов, советский и российский актер и кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР. Именины в этот день отмечают Ян, Юлиан, Федор, Тихон, Теодор, Степан, Симон, Петр, Павел, Николай, Михаил, Митрофан, Иван, Григорий, Василий, Александр, Илона, Елена, Алена. Доброе утро. В Хангаласском Улусе 20 семей стали обладателями сертификата на приобретение или строительство собственного жилья. Да, данный сертификат покрывает минимум 30% стоимости жилья для бездетных пар и 35% для пар с детьми. И подробности об этих сертификатах, о церемонии вручения у Виолетты Засимовой.
В Хангаласском улусе практика выдачи жилищных сертификатов действует с 2007 года. С того времени свои жилищные условия улучшили 168 молодых семей. В этом году получателями стали 20 семей из 10 муниципальных образований улуса. Это у нас Синский наслег, Первый Мальжагарский наслег, Бестях, Максуголлох, Жерский наслег, Актемский и Заречная группа наслегов. Это Жемконский первый, второй и Качкатский наслег. Обладателями сертификата могут быть молодая семья с детьми или без детей и одинокий родитель в возрасте до 35 лет. Им необходимо встать на учет в местной администрации как нуждающиеся в жилом помещении, а также иметь достаточный доход или денежные средства для приобретения или строительства жилья. Сертификаты финансируются из 3 бюджетов – федеральный, республиканский и муниципальный. Объем в этом году составил для 20 семей более 13 миллионов рублей. Из них более 5 миллионов рублей госбюджет и более 7 миллионов рублей муниципальный бюджет. Наслеги, да? Да. Как выяснилось, молодые семьи, получившие жилищный сертификат, предпочитают строительство частного дома, нежели чем покупку готового жилья. В том числе и семья Винокуровых из села Качкатцы. Они взяли ипотеку на строительство дома, а средства жилищного сертификата в сумме 430 тысяч рублей использовали как первоначальный взнос. Вот сейчас вот материалы пришли. В октябре должны уже моя очередь прийти, уже должны построить. Сначала фундамент, потом уже постройку дома уже. Площадь 64 квадратных метров, брус, дом 18 на 18 брус. Одноэтажный? Одноэтажный. Благоустройство и так далее. Благоустройство, все есть, все будет. Там душ, туалет, септик туда-сюда. Все. Газ здесь есть? Газ нету. Я буду строить, маленький котельный буду строить. По словам главного специалиста по молодежной политике улуса Василия Васильева, город Покровск, Заречная группа наслегов и наслеги долины Эркени ежегодно предусматривают средства в своем бюджете на софинансирование жилищных сертификатов. Поэтому в этих муниципальных образованиях больше всего получателей данной социальной выплаты. Специально для «Утра Якутии» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир и рады зачитать сообщения, которые поступают к нам на наш WhatsApp номер. Поздравляют старшего сына Станислава с днем рождения. Желаем только лучшее, удачи, здоровья, счастья. Любим мама, папа, братья и сестренка. Мы присоединяемся к поздравлениям. И еще одно сообщение у нас было. Здравствуйте, поздравляю с окончанием бабьего лета. Спасибо природе за такой подарок. Ну, мы тоже присоединяемся к поздравлениям, особенно отметим, что да, бабье лето закончилось. Катя, вообще как ты относишься к бабьему лету, такому понятию, такому явлению природы? Ну, конечно, положительно отношусь. Это как продолжение лета, можно продлить, да, теплые дни, не спеша гулять. Если еще у тебя отпуск, то вообще замечательно. Только положительно. Ну, я все-таки немного с ноткой негатива отношусь к бабьему лету. Почему? Потому что, как правило, в этот период осенний все-таки утром ты просыпаешься и очень холодно, ты утепляешься. Когда еще нет отопления. Да, ты утепляешься, выходишь на улицу, и если так складывается, что ты выходишь рано утром из дома, возвращаешься вечером, а в течение дня находишься там, в бегах каких-то, то днем становится очень жарко. Да. В этой всей одежде, и это очень некомфортно, неприятно. Ну, сейчас отопление дали, начались дожди, и ты рад. Да, да, особенно я рад дождям. Но вообще, в принципе, да, сколько человек пытается контролировать, ну, сколько времени уже, да, человечество пытается взять под контроль природные явления и так далее и тому подобное. Возможно, однажды наука дойдет до того, что бабье лето мы будем просто так по щелчку пальцев включать. Одной кнопки. Либо кнопкой, либо пальцем. Пальцем эффектнее, мне кажется. Вот. Ну, почему мы про науку заговорили? Да, в мультимедийном парке «Россия. Моя история» проходит интересная выставка. Посвящена она первому академику Якутской ССР Владимиру Ларионову. Он один из организаторов и руководителей Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Республики. При этом, да, он еще автор более чем от 300 научных публикаций и 17 монографий. Интересные факты из биографии якутского ученого в рубрике «Год науки и технологий». Доброе утро! В мультимедийном парке «Россия. Моя история» в августе этого года открылась выставка, посвященная первому якутскому академику
Владимиру Петровичу Ларионову. Владимир Петрович Ларионов – первый академик из народа Саха, председатель президиума Янс Соран, директор Института физико-технических проблем Севера, профессор, крупнейший ученый в области исследований фундаментальных проблем обеспечения низкотемпературной прочности и надежности инженерных, машиностроительных конструкций и техники. Немного о его биографии. В 1968 году Владимир Петрович Ларионов организовал и возглавил лабораторию сварки отдела хладостойкости якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. При его непосредственном участии в 1970 году создан самый северный научно-исследовательский институт технического профиля академического характера. Институт физико-технических проблем Севера Сибирского отделения Академии наук СССР. Среди открытий, сделанных Владимиром Петровичем Ларионовым, можно отметить разработку безникелевого сплава с высоким содержанием хрома и с добавкой соответствующих легирующих элементов в оптимальных концентрациях. Новый сплав был удостоен золотой медали международной Лейпцигской ярмарки и диплома первой степени ВДНХ СССР. Им был получен также патент на изобретение износостойкая хладостойкая сталь. Ряд принципиально новых результатов был получен в области исследований по физическому моделированию технологий и получения износостойких поверхностей. Результаты исследований Ларионова нашли практическое применение в таких крупнейших машиностроительных объединениях союзного масштаба, а позже и российского, как Уралмаш, БелАЗ и так далее. Помимо всего прочего, его наработки использовались такими компаниями, как Алроса, Якутзолото и Якутуголь. Избрание Владимира Петровича Ларионова в мае 1997 года действительным членом-академиком Академии наук по отделению физико-химии и технологии неорганических материалов стало наивысшим признанием его научных заслуг в области фундаментальных основ сварочной науки и материаловедения. Ну да, наука все-таки это, мне кажется, главное, что движет наше человечество вперед в плане прогресса, в плане развития цивилизации. Ну а напоминаем, что работаем мы в прямом эфире, поэтому наш WhatsApp всегда для вас открыт. 8 914 273 4488. Пишите, если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите кого-то поздравить, то мы с радостью прочитаем ваши поздравления, но вот говоря про прямой эфир, благодаря чему мы работаем в прямом эфире? Благодаря науке. Да, но далее мы с вами отправимся в Национальный художественный музей, посетим зоопарк Альпака, а также съездим на гастроли вместе с Русским драматическим театром. Да, все это после того, как наши коллеги из информационной службы познакомят нас с последними новостями, которые произошли в республике и за ее пределами. Передаем слово коллегам. Приветствую утро Якутии, с новостями Влад Давыдов. Москва первой в России начала применять новейшие препараты из группы моноклональных вирусонейтрализующих антител. Во всем мире они используются для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, имеющих при этом факторы риска тяжелого течения заболевания. Группой пациентов, которым прежде всего рекомендуется новейшая терапия, стали беременные женщины с коронавирусом, у которых имеются факторы риска тяжелого течения заболевания. Для этой категории пациентов были разработаны новые алгоритмы оказания медицинской помощи. Правительство России обсудило выделение в нынешнем году средств Фонду социального страхования на финансирование единовременных страховых выплат медработникам. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров России. Проект распоряжения направлен на единовременную страховую выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, также водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции. Инспекторы ГИБДД начали штрафовать российских водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. Отмечается, что первые сообщения об этом запрете появились весной, однако тогда сотрудники инспекции ограничивались предупреждением или штрафом в 500 рублей. Теперь же с денежным взысканием водителям предписывается снять шторки в течение 10 дней или вообще требуют от них снимать их на месте.
Если по истечении 10-дневного срока нарушения не будут устранены, то автоинспекция остановит регистрацию машины. Цены на пиломатериалы стабилизировались, их рост был сезонный. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. Отмечается, что повышение стоимости на древесины для строительства жилья было связано с ростом ее потребления и восстановлением строительного сектора на основных экспортных рынках российских пиломатериалов в Европе, Японии, Китае, на Ближнем Востоке. Между тем, за год цены на пиломатериалы выросли в 2 раза, а за последнюю неделю, по данным Росстата, доска обрезная, например, почти не изменилась в цене, а древесно-стружечные плиты, наоборот, подорожали на 1,5%. А мы продолжим, подхватим наших коллег, что называется, и расскажем немного о новостях из мира культуры. Да, племянник покойного художника Христо реализовал его давний проект. Владимир Евашов упаковал триумфальную арку в Париже в полипропиленовую ткань. Подробнее в следующем сюжете. Идея обернуть в полипропилен триумфальную арку в Париже посетила Христа Евашева еще в начале 60-х годов прошлого века. И хотя за свою творческую карьеру художник, известный по первому имени, реализовал несколько подобных проектов, очередь до памятника на площади Шарля де Голля дошла только после кончины мастера. Он ушел из жизни в прошлом году. Дело дяди, а также его жены и творческого партнера Жанны Клод Гиебон взял в свои руки племянник Владимир Евашев. Самый большой вызов заключался для меня в том, что Христа уже нет. Мне не хватает его энтузиазма, его критики, его энергии. Упаковка сооружения началась в прошлое воскресенье. На это потребуется 25 тысяч квадратных метров пленки. Стоимость всей затеи оценивается в 14 миллионов евро. Одним из очевидцев рождения инсталляции стал чиновник из окрестностей Парижа Эрик де Лапорт. Я давно этого ждал, поскольку знал, что Христо с молодости собирался обернуть триумфальную арку. Сам я тоже хотел оказаться рядом. Христо, выходец из Болгарии, впервые попал в Париж в 1958 году. Там он познакомился со своей будущей женой Жанной Клод. В числе их совместных работ обернутые в ткань Рейхстаг в Берлине и парижский Понт-Нёв, бегущая изгородь в Калифорнии и окруженные материей искусственные острова в Бискайском заливе. Триумфальная арка простоит в упакованном виде до 3 октября. Ну а в нашей рубрике «Традиционный музейный гид» Национальный художественный музей сегодня представляет картину талантливого театрального художника Якова Ромаса. «Свежее утро» она называется. Художник специализируется больше на водных и морозных пейзажах. Сегодня речь пойдет о картине художника Якова Дорофеевича Ромаса «Свежее утро». Яков Дорофеевич Ромас очень талантливый художник, театральный художник, а также пионер советского дизайна. Он специализировался на речных и морских пейзажах, очень хорошо передавал световоздушную среду. Посмотрите на эту замечательную картину. От нее веет свежим морским ветром, прохладой. И в картине ощущается не статика, а динамика. А почему у нас создается такое ощущение? Обратите внимание на композицию этой картины. На первом плане мы видим диагональные линии. И когда в картине именно такая композиция, то у нас, у зрителей, создается ощущение, что в этой картине что-то движется. Мы чувствуем динамику. Интересен колорит, который выбрал художник. Посмотрите на эти холодные волны. Мы ощущаем их свежесть, прохладу. И, наверное, нам не захочется окунуться туда, потому что вода холодная. Вот с помощью таких методов, как колористика, композиция, художник создает особое настроение свежего морского утра.
От боксерских перчаток до повязок Рэмбо. Памятные вещи из боевиков Сильвестра Сталлоне уйдут с молотка на декабрьском аукционе. Да, при этом организаторы надеются за все лоты, которые будут выставлены на этом аукционе, выручить порядка $1,5 миллиона. Почти 500 предметов из личных архивов Сильвестра Сталлоне выставят на аукцион в Лос-Анджелесе в декабре. Пока что коллекция находится на предварительной экспозиции в Лондоне. Лоты включают в себя костюмы, реквизит, сценарии, записные книжки и другие памятные вещи из наиболее популярных фильмов актера, включая «Рокки и Рэмбо», «Скалолаз», «Неудержимые» и «Подрывник». Основной интерес представляют боксерские перчатки из «Рокки 3», оцененные в $20 000, а также рукописные блокноты с заметками актера, стоимость которых, как ожидается, достигнет $60 000. Поклонникам Рэмбо предлагается коллекция ножей из первых 3 фильмов по цене от $10 000 за каждый, а также повязка на голову, которую носил Сталлоне в «Рэмбо. Первая кровь. Часть 2». В числе других предметов – плакаты, боксерская капа, которую носил Сталлоне в «Рокки», костюм, разработанный Джанни Версаче для судьи Дредда, и альпинистское крепление из фильма «Скалолаз». Мартин Нолан, исполнительный директор Julien's Auctions, объяснил потенциальный интерес к аукциону так. На самом деле у людей было очень мало возможностей владеть чем-либо из его жизни и карьеры до сих пор. Так что это удивительная возможность иметь какую-либо вещь у себя дома, в офисе, на стене, где угодно, что станет отличным предметом для разговора, зная, что это держал в руках Сильвестр Сталлоне. На вопрос, почему актер, которому сейчас 75, решил продать эти вещи, Нолан ответил, что Сталлоне переезжает и продает свой дом. Мы оцениваем продажу в диапазоне от $1 до $1,5 миллиона. Это консервативная оценка аукциона, потому что они такие знаковые, и людям нравятся эти вещи. Продажа имущества из жизни и карьеры Сильвестра Сталлоне состоится 5 декабря на торгах аукционного дома Julien's в Беверли-Хиллз. Паш, ты купил бы какую-то вещь от Сильвестра Сталлоне? Какой дом бы Сильвестра Сталлоне я купил? Ну, на самом деле, как ни странно, я небольшой фанат Рэмбо, Рокки. Я, в принципе, Рокки ни разу не посмотрел полностью, кроме какой-то там 4-й или 5-й части, которая в нулевых вышла. Знаешь, я тоже не смотрела, может быть, это и позор такой, да? Рэмбо я тоже не смотрела. Ну, из героев 90-х, из героев боевиков, мне всегда больше нравился, конечно, Брюс Уиллис. Я считаю, что достаточно такой харизматичный мужчина. Ну, вообще, в принципе, и роли у него такие интересные, не слишком прям боевик, а такой где-то с шутками, немного комедийности добавляет. Ну, мне это как-то больше нравится. А вот что тебе из 90-х запало в душу сильнее всего? Ну, именно в плане кинематографа. 90-х. Вообще, знаешь, у меня ассоциации с детством, поскольку в 90-е проходило мое детство, связанные с различными фильмами ужасов. Никаких боевиков там, знаешь, я не смотрела, поскольку я девочка, наверное, поэтому. Но фильмы ужасов, такие как «Оно», которые оставили такой громкий след и, наверное, как-то повлияли даже на детскую психику. И боязнь клоунов на всю жизнь, да, знакомая история. Прямо сейчас прервемся на небольшую паузу, потом продолжим. Доброе утро. Утро Якутии на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Катерина Винокурова, Павел Танин. Сегодня пятничное утро вместе с вами встречаем. А вы когда-нибудь пробовали сфотографировать белок? Это очень сложное занятие, я думаю, потому что они животные такие юркие, шустрые. Особенно если вас заметили, то они всегда норовят куда-нибудь убежать на дерево, залезть и не спускаться оттуда, пока вы не уйдете. Да, ну а вот фотограф из Бельгии Ники Коулманд посвятил белкам целый Инстаграм. Представляете, снимки заметил известный журнал и предложил их доработать, подключив фотошоп и фантазию. Покажем сейчас, что из этого вышло. О, через прямо этот. Ну, ничего себе. Фотошоп же. Ну, классно же. Да, очень, равно, да. Очень
естественно. Вообще очень забавно получилось. И, ну, тут, наверное, так сошлось и момент, и кадр поймал фотограф очень хороший, и, соответственно, фантазия к этому кадру очень интересная была приложена. Да, кстати говоря, зоологи отмечают, что белке на зиму хватает более 3000 припасенных орехов и советуют, что лучше их кормить грецкими орехами, кедровыми орешками, фундуком и свежими яблоками. А также грушами. Но это и к тому, если вдруг вы хотите сегодня пойти в какой-нибудь парк, лес, увидите белку, захотите ее подкормить и заготовить ее на зиму, скажем так. Подготовить ее, помочь подготовиться на зиму. Ну а в ленинградском зоопарке альпака Шарли начала выходить на прогулки при посетителях. Это большое достижение для маленькой альпаки. Ведь раньше Кроха была очень пугливой и соглашалась выходить только тогда, когда на территории не было людей. Теперь Шарлотка стала совсем смелой. Ее любопытный носик исследует каждую травинку и упавший лист на территории. Она научилась даже перепрыгивать через небольшие препятствия. Сотрудники Ленинградского зоопарка отмечают, если вам повезет, вы можете столкнуться с пушистой альпакой во время ее променада под заботливым присмотром кипера зоопарка. Ну а Русский драматический театр имени Пушкина отправляется на гастроли в Приморье. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» Русский театр Якутска едет во Владивосток. Группа Русского театра представит жителям и гостям Владивостока 7 спектаклей. Это классические произведения, комедии, драмы, музыкальные и даже детские спектакли. Жители Приморья приобрели уже более половины билетов. Буквально вот с 19 по 30 сентября это все состоится. Мы все-таки сможем вывести наш уже легендарный ставший спектакль «Два берега одной победы». Это история Алсиба. Также мы повезем ее общеобразовательную программу, естественно, пушкинское наименование. Это «Капитанская дочка», которая идет с большим успехом. И вплоть до того, что школьники, дети, которые увидят спектакль, они пытаются найти и прочитать все-таки первоисточник. То есть у нас обратный процесс идет от спектакля к книге. Это здорово. Это значит, мы все-таки выполняем свою задачу. Самое главное, то, что интерес возрастает именно к классике. «Проснись и пой». Именно такой девиз можно отнести к участникам народного хора из Тулагина. Мы продолжаем цикл сюжетов из Тулагина Кильдямского наследия. И сегодня вот расскажем о замечательном хоре, народном хоре, для которого песня это наверное, что-то важное, очень важное в жизни, и со всей душой они к этому делу подходят. Тулагино-Кильдямский наслег – это гостеприимный и щедрый уголок земли, которым здесь дорожат и гордятся. Наслег славится не только своей историей и красотой природы, но и гордится главным своим богатством – это добрыми, отзывчивыми, скромными и неутомимыми тружениками. Сегодня в сельском клубе села Тулагина репетиция. Руководитель хора Георгий Иванович каждое выступление начинает с распевки. Это уникальный ансамбль, поющий в Якутии больше 10 лет. И гордость всего Тулагино-Кильдямского наслега. Самодеятельный хор объединил несколько коллективов со всего наслега. На пенсии только петь, читает незаменимая староста хора Валентина Семеновна. Признается, во время пандемии сильно скучали, не хватало общения, а главное – задушевных бесед и совместных выступлений. Наш наслег очень певучий наслег, потому что у нас здесь объединились мужской ансамбль Лыгай, женский ансамбль Тулагина – это Кюбее, и наш Талбахотун ансамбль Сырдаха. Все ветераны труда, все пенсионеры. Мы, конечно, любим петь, мы этим и живем. Любовь к песне объединила многих – работников культуры, учителей, научных работников и врачей. Большинству певцов больше 60, а самым старшим – 82 года. Для голоса нужна постоянная тренировка, ведь работа с вокалом должна быть регулярной. Творчество помогает держать себя в тонусе, ведь пение – это дыхание.
Наш ансамбль руководит отличник культуры Республики Саха-Якутия Бережнева Лангина Пантелеймоновна. Мы занимаемся с 2015 года. Участвуем во всех культурных мероприятиях города и нашего наследия. Много разных песен мы поем, якутские в основном песни, но есть в нашем репертуаре и русские песни. Но в основном мы поем, конечно, о любви, о родине. В творческом коллективе строгий регламент. Репетиция 2 раза в неделю. Пенсионеры признаются, здесь они учатся распределять свое время, ведь у каждого семьи и даже свое хозяйство. Но на репетиции никогда не опаздывают. Дела делами, а песни по расписанию. Любовь Михайловна поет с малых лет. Здесь она со дня основания хора. С тех пор все вместе поем тут у Лагина, все мои подруги, все мои друзья. Так что, когда мы поем, мы берем свое настроение, у нас поднимается, так хорошо жить, так хорошо, все хорошо получается. И мы всегда радуемся, что мы поем и живем в нашей Тулагино. Многие отмечают, Тулагино Кельдямский наслег – певучий наслег. Хор ежегодно принимает участие в фестивалях, неоднократно становился призером городских, республиканских, российских и даже международных конкурсов. Песня строить и жить помогает, дарит бодрость духа и продлевает жизнь, признаются пенсионеры. Каждый концерт для участников – праздник, каждая песня с душой. Особенно, если это песня о родном и любимом наследии. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, Тулагино Кельдямский наслег. Вообще отрадно, когда есть вот занятия, которым ты отдаешь свою душу, просто вот нравится заниматься, и все. Если вы по каким-то причинам не смогли посмотреть нашу передачу сначала или не до конца, то вы всегда сможете сделать это на нашем YouTube-канале. Достаточно ввести в строке поиска «Утро Якутии». И все у вас получится. Ну а прямо сейчас мы хотим закончить наш сегодня эфир пятничный по традиции на музыкальной ноте. Для вас поет Мария Милюкова. Это участница Дома музыкантов с песней «Привычка» группы «Нордический тип». Это будет кавер. Ну а мы, Катерина Винокурова, Павел Танин, прощаемся с вами. Желаем отличных выходных и отличной пятницы. Да, хорошего вам настроения. До встречи в понедельник. Вредная привычка жить с тобой, выгонишь, не возвратить запах одеора дорогой. С полотенец ни за что не выветрить, вредная привычка жить с тобой, выгонишь, не возвратить. Пес глядит на тапочки твои с тоской. Впору мне на лампочку завыть и жить, и ждать, и звук шагов ловить, бежать на стук. А вдруг, и жить, и ждать, и звук шагов ловить, бежать на стук. А вдруг, нет, всего лишь почтальон. Вредная привычка ждать тебя, не прогнать и не забыть, вечером сомнения теребя. Быть или не быть, звонить, не позвонить, и жить, и ждать, и звук шагов ловить, бежать на стук. А вдруг,
ждать и звук шагов ловить, бежать на стук, а вдруг, сосед за спичками пришел. Вредная привычка жить с тобой, выгонишь, не возвратить, ночи скуковерные друзья мне помогут. Снова литр кофе заварить, не спать и ждать, и звук шагов ловить, бежать на